Придя в Алданский противотуберкулезный диспансер, Владимир Попов не стал надевать белый халат. Он не будет вести прием или консультировать пациентов. В хорошо знакомом, своем бывшем кабинете Владимир Петрович встретился с сотрудниками диспансера и со старейшими работниками, своими коллегами. Из полувека профессиональной деятельности Владимир Петрович 25 лет отдал противотуберкулезной службе. 4 года назад он вышел на пенсию. В принципе, отдыхаю, расслабляюсь от той напряженной работы, которая была долгие годы. Занимаюсь дачей, внуками, правнуками, то есть тем, чем постоянно хотелось заниматься, собственной жизнью. Наш собеседник родился в Алдане, а детство его прошло в Чагде. В отдаленное село был переведен глава семьи. Петр Попов являлся первым заместителем председателя окружного исполкома депутатов трудящихся. Кем стать в будущем, Владимир начал задумываться в старших классах. Однако поступление в медицинский институт тогда не рассматривал. Нет, я в школе не мечтал. Я мечтал быть летчиком и поступал трижды в летное училище. А потом, значит, не удалось, не судьба. Решил стать врачом. Почему? Потому что у меня мама очень хотела стать врачом. Закончила рабфак в Якутске, пыталась поступать и вышла замуж. И вся учеба закончилась. И она постоянно рассказывала. Ну и второе, вот ее качество матери, видимо, тоже сказались. Потому что мать моя была очень добрым человеком. Всем помогала, особенно бедным, неимущим, многодетным, подкармливала, оказывала всяческую помощь. Видимо, это тоже повлияло каким-то образом. Потому что одной из черт врача должна быть доброта к людям. Мечту мамы Владимир Петрович воплотил в полной мере. Служению медицины всю жизнь посвятили он и его супруга, а позже по стопам родителей пошла дочь Поповых. Дочь сейчас работает в городе Якутске, в медцентре. Тоже на очень хорошем счету, грамотная. Супруга работала вначале в Алданской поликлинике участковым врачом-терапевтом. Достаточно долго. Потом, значит, ввиду состояния здоровья пришлось перевестись в медицинское училище врачом-преподавателем. В медицинский институт Якутского государственного университета Владимир Петрович поступил после службы в армии. Вечно не высыпающийся и просыпающий. Данная характеристика совсем не подходила студенту Попову. Долго спать ему было просто некогда. Да, в отличие от многих, я у родителей практически ни рубля денег не взял за 6 лет учебы в университете. Я учился в Якутском университете на медико-лечебном факультете. Был 4 года секретарем комсомольской организации факультета, членом обкома комсомола, членом комитета комсомола университета. Занимался вот такой работой общественной с молодости. И в армии был комсомольским активистом. В армию вступил в ряды КПСС. На последнем, по-моему, году службы. Занимался спортом активно. Имел звание кандидата мастера по лыжным гонкам, по штанге и так далее. И в то же время приходилось зарабатывать. Учился на отлично, был ленинским стипендиатом. Эта стипендия ЦК ВЛКСМ, она очень большая была, заслуженная. Поскольку стипендии присуждали общественным деятелям, так сказать, студентам, активным и успевающим в учебе. Для сравнения, простая стипендия была 49 рублей, а стипендия ленинская была 149 рублей. После окончания медицинского института Владимир Попов был направлен в Алдан врачом-терапевтом.
Однако по основной специальности отработал недолго. В 1975 году он заступил в должность главного врача туберкулезной больницы. Ну, по распределению я сам напросился в Валданскую поликлинику врачом-терапевтом. Пришлось, значит, поработать некоторое время, но недолго, потому что по приказу главного врача был переведен в тубслужбу. Там просто-напросто не было врачей в 1975 году. Вот перевели меня. Я там практически 3 года отработал в должности заведующего туберкулезной больницы. Работа была сложная, приходилось очень много работать. Больных было много. 40-коечная больница была. Вникая в работу, молодой врач изучал литературу по фтизиатрии, а множество лечебных методик осваивал на практике. Вскоре Владимир Петрович начал применять высокоэффективные способы лечения туберкулеза – поддувание и интрахеальный метод введения препаратов. Если у кого-то есть желание и навыки, просто навыки, то это достаточно эффективно и несложно. Вот у меня такое желание было, я сам освоил, поддувал. В день до 4, 5, 6 больных в течение длительного времени. Ну и результаты были неплохие. Это основное направление, значит, этого метода закрытия полостей распада, так называемый, каверн. Вот при успешном, значит, лечении каверны закрывались быстро. В туберкулезной больнице Владимир Петрович занимался не только врачебной деятельностью. На его плечи легли и хозяйственные заботы. Их оказалось отнюдь немало. Был конь, который подвозил и продукты, и воду, и медикаменты, и все на свете. Ну, так пришлось косить сено с сотрудниками, пришлось заготавливать на зиму, содержать его. Пришлось сделать капитальный ремонт, вот, отремонтировать баню для больных. Там стояло здание, но как бы было разрушено. Пришлось ремонтировать, с больными нередко, с незаразными больными, то есть с теми, которые желали что-то делать, приносить пользу. Постелил полы, отремонтировали потолок и так далее, и баня заработала. Отработав в туберкулезной больнице 3 года, Владимир Петрович был переведен обратно в поликлинику. Как сегодня говорит он сам, цеховым врачом-терапевтом. А через 5 лет врача ожидала административная деятельность. Он заступил в должность заведующего поликлиникой. Переход на новую ступень деятельности был обусловлен случаем. Вот случай в моей жизни – это главное обстоятельство. Проводился капитальный ремонт поликлиники старой. И были сняты батареи, полы, то есть все. Неурядицы были, сложности. И вот почему-то выбор на меня пал. Вызвал главный врач и назначил меня главным врачом поликлиники. Пришлось заниматься быстро, оперативно ремонтом. Ремонт проводился за счет старательских артелей. Вот отремонтировали быстро, сделали, и так пошла моя новая жизнь. Заступив в должность заведующего поликлиникой, Владимир Петрович полностью погрузился в реконструкционно-отделочные хлопоты. А когда ремонтные задачи были выполнены, круг полномочий и обязанностей нашего собеседника расширился. Теперь он отвечал за деятельность всех поликлиник, консультаций и амбулаторных служб района. В это же время, во время работы поликлиники, и не только главным врачом, я за должности заместителя главного врача районной больницы сочетал или совмещал с должностью главного врача поликлиники. Приходилось и те вопросы решать, и эти. Поэтому решен был вопрос проектирования новой поликлиники. Она практически спроектирована, 3-этажная красавица, но почему-то осталась под сукном.
В бытность Владимира Петровича заместителем главврача по амбулаторно-поликлинической работе отдельное помещение получила стоматологическая служба. Ранее зубные кабинеты действовали при поликлинике и стационаре. В 80-х годах стоматология отметила новоселье. Ей был отдан первый этаж только что возведенного жилого дома по улице Мигина-Кангаласской. Ну, по сути, построена стоматологическая городская поликлиника в городе Алдане. Тоже при участии моем и руководства АП «Аямтранс» в лице Анатолия Петровича Куминова и его заместителя. Персонал врачебный был укомплектован, в принципе, стоматологами и врачами. Но помещение, естественно. Поэтому прием был как бы такой, ну, ненадлежащий. Сейчас в поликлинике в этой организован прием и взрослых врачей, стоматологов, и детского врача. Ну, я думаю, что это здание одно из лучших. Параллельно обретала реальные очертания идея строительства новой детской поликлиники. Отметившие 25-летие алданцы помнят старое деревянное здание зеленого цвета по улице Октябрьской. В нем находилась детская консультация. В 80-х годах необходимость ее перевода в новое помещение стала очевидна. Построено, спроектировано при моем участии. Этого никто не знает просто. И случайно. Я приехал к Зауральскому, начальник проектной конторы в Алдане был, по Дзержинскому. В трехэтажном здании в последнее время он находился. Ну, каким-то образом дружили в связи с болезнью его жены. Вот, познакомились, дружили и частенько встречались, ну и по каким-то вопросам. Вот и зашел вопрос за чашкой чая о строительстве поликлиники детской в городе Алдане. Тут подъехал Кожевников, главный врач Алданской ЦРБ. И вот втроем мы обсудили, и поликлиника стоит. В 1987 году карьера Владимира Петровича сделала крутой поворот от административно-врачебной деятельности к преподаванию. Наш собеседник перешел в Алданское медицинское училище директором. Да не пошел, а просто случайно был переведен. Даже не думал вообще об этом. Вдруг, значит, ни с того ни с сего вызывают в райком партии и предлагают быть директором Алданского медицинского училища. Ну, не соглашаться тоже как-то. Я был членом партии и так далее. Пришлось согласиться и перейти. Но там тоже были большие сложности. Здание старое, много проблем и учебных, и хозяйственных, и административных пришлось решать. В том числе и по общежитию. Общежития разваливались, по сути, были такими старыми, примитивными. Переход к новой специфике деятельности дался достаточно легко. В меру строгий, но справедливый и понимающий. Так вспоминают сегодня Владимира Петровича бывшие студенты. При новом директоре началась работа над проектом современного здания медколледжа. Кроме того, существенно улучшились условия в общежитии. Сейчас Алданский медицинский колледж подготавливает кадры для всей республики, для всего здравоохранения. Почему? Потому что к нам приезжают практически из всех районов республики, благодаря тому, что созданы условия проживания, условия учебы. Алданское медицинское училище всегда славилось, имело авторитет в республике. Сложив директорские полномочия в 2001 году, Владимир Петрович вернулся в Алданскую центральную районную больницу. Он стал заведующим противотуберкулезным диспансером. Пошел в фтизиатрию. Почему? Потому что понимал проблемы фтизиатрии. Вот я же работал там, был знаком с обстановкой, ситуацией по туберкулезу. Ситуация была неблагоприятная, неблагополучная во всех отношениях. Много было больных,
очень много. Появлялись больные дети, подростки. Вот это направило меня как бы на работу и на борьбу с туберкулезом в районе. Тогда же туберкулезный стационар был переведен в село Якакут, находившееся в 28 километрах от Алдана. Больнице было отдано пустовавшее здание бывшего республиканского детского психоневрологического интерната. Хозяйство и быт здесь тоже предстояло наладить. Пришлось ее достраивать, и благоустраивать, и так далее, совершенствовать. Новая больница. Относительно оптимальные условия, несмотря на отдаленность. Благоустроенная больница. Условия созданы были, оптимальными. В стационаре на 30 койко-мест был сделан капитальный ремонт, в кабинетах и палатах появилась новая функциональная мебель, клинико-диагностическая лаборатория оснастилась современной аппаратурой. А наряду с выполнением задач чисто медицинского характера коллективом стационара проводилась большая работа по социализации пациентов. Как правило, 80% больных – это больные, не имеющие даже паспорт, не имеющие других документов, удостоверяющих личность, не имеющих пенсии и так далее. Много времени и сил уделялось мной и коллективом для решения вот этих социальных проблем. А они способствовали улучшению лечения, выздоровления больных, социальной ориентации и так далее. Сотрудники туберкулезной больницы взаимодействовали с различными структурами и организациями, помогая больным восстановить документы, получить медицинскую помощь иного профиля, трудоустроиться и решить вопросы с жильем. Вот что рассказывали бывшие пациенты стационара. Медперсонал замечательный, врачи великолепные, питание отличное. И, в принципе, сам коллектив замечательный. Здесь обращение врачей и медперсонала здесь очень прекрасное насчет вот этого. Лечения, все вот это вот. Главврач, врачи и медперсонал к больным хорошо относятся. Телевизор, литературу читаем. Библиотека хорошая, да. Литературу большой выбор. У меня еще травма ноги, коксартроз бедра. И сейчас также мне помогают пройти, чтобы на операцию поехать. Обследование проходим, и чтобы на операцию сделать ногу. Искусственный сустав, да. Десятки победивших туберкулез мужчин и женщин смогли справиться с житейскими трудностями и выправить собственные судьбы лишь благодаря поддержке коллектива туберкулезной больницы. К каждому пациенту сотрудники относились с заботой и деликатностью, принимая во внимание все его жизненные обстоятельства. Коллектив один из лучших, я думаю. Вот я же работал во многих коллективах. Скажу, что это коллектив, сравнить его с каким-то другим невозможно. Коллектив дружный был, работоспособный, относительно молодой, дружелюбный. И отношение к больным мне нравилось у большинства сотрудников. Не только медиков, но и обслуживающего персонала. И, может быть, в первую очередь. Ухаживание больных, обслуживание их было на самом высоком уровне. А потому что поступали больные в ужасном состоянии в больницу. Мы их отмывали,
обогревали, откармливали и так далее. Причем принимали участие практически все. Поэтому я с теплотой, даже слезы наворачиваются, вспоминаю всех. Поддерживая теплые отношения со старейшими работниками и ветеранами службы, Владимир Петрович продолжает делиться опытом с молодыми коллегами, пришедшими на смену старой гвардии. Последняя из состоявшихся встреч нескольких поколений сотрудников была приурочена к месячнику по борьбе с туберкулезом и к вековому юбилею, который в этом году отмечает противотуберкулезная служба республики. Такая встреча очень теплая. И, конечно, она очень настолько важна. Я столько лет с ними вместе работала. Ну, одна из самых, наверное, старинных, да, старшего поколения. Вот сейчас вот я одна осталась. А все мои работники, с которыми я уже работала, уже ушли. И поэтому встреча вот эта вот, она очень теплая. И поэтому вот эта вот связь поколения, она очень необходима. Потому что так важно для нового поколения их жизненный опыт, их профессионализм. Это очень важно. Вы знаете, я, наверное, очень счастливый человек, что мне пришлось работать с такими профессиональными врачами, которые вот именно к работе относились не то что, допустим, ответственно, но и человечно. Это вот такие люди, как Чернова Надежда Петровна, Софья Иосифовна Юровская, Вера Васильевна Пуляева, Александра Васильевна Попова и впоследствии потом Владимир Петрович Попов. Он много внес, очень большой вклад в развитие нашей службы. Несмотря на то, что уже несколько лет Владимир Петрович находится на заслуженном отдыхе, интерес к профессиональной деятельности у врача не угасает. В течение 2 десятков лет наш собеседник скрупулезно анализировал эпидемиологическую ситуацию и влиявшие на нее факторы. Вот в этой таблице наглядно отражен многолетний процесс борьбы с туберкулезом. Ситуация по туберкулезу переломлена, эпидемиологическая. Туберкулеза, по сути, нет в районе. Кто бы чего там ни говорил, я могу на цифрах, оперируя цифрами, могу это доказать. Сегодня больных всего 11 человек. А их было-то сотни. Бациллярных больных 3 человека, 3 больных. Вот я по последним данным. А их было-то 129 я принял больных. Бациллярных почти 130. Вот. Были больные дети. И бациллярные были, подростки. Сейчас их нет. Инфицированность детей значительно снижена. Она практически нулевая. Вот. Почему? Потому что огромная работа проводилась по профилактике. И причем, хочу отметить особо, совместно с общей лечебной сетью. Борьба медработников с инфекцией всегда велась напряженно и бескомпромиссно. В последние годы эпидемиологическая ситуация по распространению туберкулеза в районе остается благополучной. И это, по мнению нашего героя, заслуга нескольких поколений коллектива.